Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И всех наших жителей мы поздравим с праздником, с Днем Республики, с юбилейной датой, столетием нашей республики. И сегодня на нашу передачу пришел еще раз Бабу Алдар. Здравствуйте. Здравствуйте. Алдар. Здравствуйте вам и всем нашим телезрителям. И мы сегодня будем говорить о завершающей такой теме, обобщающей, тоже об уме, о практике уме. И о том, как надо его тренировать. Для начала у меня есть 3 вопроса. Итак, первый. Как у вас дела? Хорошо. Я надеюсь, что у наших телезрителей тоже все хорошо. Второй вопрос. Почему вы себя чувствуете сегодня хорошо? Потому что, просыпаясь каждый день живым, здоровым, и ты чувствуешь, что нужно этот день заполнить делами, решить проблемы. Интересный ответ. И далее 3-й вопрос, который также имеет очень важную, очень большую значимость, это как вы хотите провести завтрашний день? Ну, когда был человек молодой, он всегда планировал. Это все связано с задачами, которые он ставит в течение всей своей жизни. И завтра... Так, завтра? Как вы хотите провести свой день? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Да. И таким образом, я уверен, что все наши телезрители тоже хотят провести завтрашний день хорошо. Но не все люди испытывают такие чувства. По каким-то причинам некоторые люди могут себя не чувствовать радостным. Или у кого-то может просто не удастся день. Вот. И в таком моменте очень важно задать себе второй вопрос. Почему я себя так чувствую? И если вам хорошо, кто-то может ответить: мне хорошо, потому что я посмотрел мой любимый сериал. Или я сходил в мою любимую кафешку, и там я очень вкусно покушал. Кто-то может сказать, что я сегодня хорошо провел день со своими близкими, со своими друзьями. Вот. А если кому-то плохо, кто-то может сказать: да, мне сегодня нехорошо, потому что у меня на работе кто-то накричал на меня. В школе я получил плохую оценку. Или сегодня пасмурно. И если вы заметили, когда мы задаемся вопросом «почему?» или в чем причина того, как мы проводим этот день, мы в основном произносим причины, которые находятся во внешней среде. То есть хорошая еда, прогулки, начальники, оценки – это все внешние причины. Но и таким образом наш ум, о котором мы говорили на прошлых передачах, он иногда похож на шарик, на воздушный шарик. И когда мы его держим, куда подует ветер, туда и направляется этот шарик. И таким же является наш ум. По какому направлению пойдут внешние обстоятельства, так и идут наши мысли. То есть, если там беда, то все у нас мысль об этой беде. Если у нас мысли о столетии нашей республики, то у нас мысли о столетии этой республики. Вот. И если мы не будем следить за нашим умом и не будем его тренировать, то в итоге, когда что-то большое будет происходить, может быть большие праздники или большие беды, то наш ум будет трястись туда-сюда, туда-сюда. И от этого мы все будем чувствовать себя взволнованными, тревожными. Отсюда и появляются какие-нибудь страхи или неуверенности в завтрашнем дне. И я это все хочу сказать о том, что очень важно следить за нашим умом и тренировать его. Все мы имеем наше тело. Все мы знаем, что по утрам следует делать зарядки, о том, что нужно вести подвижный образ жизни. И об этом это все является частью нашей гигиены тела. Но также важно уделять свое внимание своему уму и эмоциям. Это называется гигиена эмоций или своих мыслей. Так, стоп. Мысли. Сейчас я свои мысли потерял. Ага, тренировать ум.
И поэтому я хочу сказать, что очень важно тренировать свой ум, как наши мышцы. Вот. Каким образом? Все мы в школе сидим, изучаем предметы, решаем задачки. И решаем задачки на логику. И, как говорится, развиваем свой IQ. Но это все недостаточно, потому что это хорошие методы и способы тренировки и развития своего ума, но пока они направлены на достижение внешних целей, они не будут приносить хороших результатов. Поэтому важная мотивация состоит в том, чтобы развивать свой внутренний мир. И очень хорошая тренировка своего ума – это медитация. Вот, я хочу поговорить о медитации. Это такая неизвестная нам тема, о которой у нас есть очень много стереотипов. С тибетского языка слово «медитация» – «гом» означает «привычка». То есть, то, что мы имеем какие-то хорошие или плохие привычки, и мы развиваем их, это уже является медитацией. Но сразу скажу, что плохие привычки не являются медитацией. Итак, какие у нас могут быть хорошие привычки? Я хочу сказать именно о том, что мы должны развивать свою концентрацию. Это важная цель нашей медитации. Концентрация. Вообще есть два вида медитации. Это на концентрацию и аналитическая. И сейчас медитация на концентрацию подразумевает в себе то, что мы должны сконцентрироваться на одном объекте. И в основном этим объектом является наше дыхание. То есть мы просто должны сесть, принять удобное положение и сделать 10 вдохов и 10 глубоких выдохов. Вот в очень спокойной и тихой обстановке. И таким образом, после этих 10 вдохов и выдохов, наш ум успокаивается и приобретает некую ясность, благодаря которому мы можем делать правильные решения и не ошибаться. Вот. И наш ум не будет бегать туда-сюда, Да. как шарик, прыгать туда-сюда, да, то есть он будет уже более стойким, несмотря на внешние там влияния, внешние проблемы, которые приходят Да. к нашей Здесь еще жизни. очень важно заметить то, что человек в течение дня, у него появляется очень много мыслей. Он может своими мыслями объехать всю Землю за один день. Но все эти мысли, они направлены либо в прошлое, либо в будущее. То есть мы в своей голове можем прокручивать какие-нибудь прошедшие моменты нашей жизни. Это, да, из-за этого мы можем о чем-то сожалеть, мы можем о чем-то ностальгировать, печалиться, или корить себя за то, что мы что-то не сделали, или сделали что-то неправильно. Вот. А иногда бывает, что мысли человека, они направлены только на будущее, и таким образом мы гадаем, что может произойти в следующем. Мы находимся в неуверенности завтрашнего дня, у нас появляются тревожности, или наоборот, весь человек, он начинает витать в облаках, в своих мечтах, но в реальности ничего не делает. И основная цель медитации, а именно ментальных привычек, это то, чтобы вот этот разрязненный поток мыслей направить все в настоящий момент. Есть очень хорошая поговорка. Прошлое забыто, а будущее еще не настало. И поэтому очень важно уделять внимание настоящему, потому что настоящее это и есть подарок. И похожие речи всегда говорили Будда и древние индийские философы, ученые. Вот. А вот как бы в повседневной жизни, когда человек в процессе деятельности, труда, работая, за какой-то, делая определенную работу, может ли он тоже концентрироваться, вот, развивать эту концентрацию? Да. Вот у нас есть мысль, то есть у нас есть такой стереотип, что человек при медитации должен сидеть, скрестив ноги,
принять вот такое положение рук, закрыть глаза и просто ни о чем не думать. Это не является неверным. Кто-то может просто сидеть часами или минутами и сказать: вот, сегодня я медитировал 30 минут, сегодня я медитировал целый час, но при этом он просто сидел и, как говорится, своими мыслями объезжал вокруг света. Вот, это является неправильным. Это означает, что человек не понимает, как правильно медитировать. На самом деле мы даже в наших любимых кызыльских маршрутках можем сидеть и вместо того, чтобы злиться на то, как ездит водитель, на то, как кто-то толкается, мы наоборот можем направить свой ум на свое дыхание или на сегодняшний план дел, или концентрировать свое внимание на каком-нибудь одном объекте. Например, это могут быть наш вкусный завтрак, о том, как мы сегодня позавтракали, о том, как мы встретили сегодня лучистое солнце, и думать до конца поездки в течение 10 минут. Получается, когда мы концентрируем свой ум на определенный объект, на что-то, у нас больше появляется осознанность. У нас появляется осознанность. Осознанность означает понимание, где и когда ты сейчас. То есть осознанность означает быть в моменте. И это очень важно. И когда мы начинаем злиться или раздражаться по поводу наших маршруток, это означает, что мы теряем свою осознанность. И мы теряем вот эти моменты нашей жизни. Вот. Также наша концентрация, наша медитация помогает нам укрепить наш ум. И когда в маршрутках кто-то толкнет вас или кто-то наступит на ногу, вы уже не будете портить свой день из-за этого человека. Ну, у меня есть такой вопрос в плане ошибок медитации, да, то есть человек вроде концентрирует ум, но тут могут быть какие-то нестыковки, и итого в результате он не достигает тех состояний, качеств. Например? Ну, говорят, что, например, он сидит, медитирует, и потом уже что-то его задевает, он начинает злиться, он входит в то же состояние. Тогда как можно учесть эти ошибки, и если качественно медитировать, то итого какое состояние приходит? Да. Здесь очень важно понимать, что такое медитация. Медитация – это не всего лишь такая поза и пребывание в ней в течение нескольких минут или часов даже. Некоторые даже уходят в ретриты, то есть за творчество, чтобы сидеть по несколько дней в таком положении. Вот. И это означает, что человек не знает, что такое медитация и как правильно медитировать. У нас есть очень хорошая, интересная история, которая очень популярна в монастыре. Как-то раз один монах пошел в горы, в пещеры, чтобы медитировать на терпение. Это означает, что он решил развивать в себе терпение, и он очень много месяцев сидел, он изучал, что такое терпение, как выражается терпение, какие качества, плюсы и минусы оно имеет и так далее. И как-то раз к нему приходит торговец. Это был обычный старичок преклонного возраста. Он встретил этого монаха, накормил его и спросил, чем он занимается. Монах ответил: я медитирую на терпении. И тогда этот хитрый торговец решил его проверить. Да ничего ты не медитируешь, ты вообще знаешь, что такое терпение? Ага. Мне кажется, ты просто здесь теряешь время. И этот монах как взбесился. Он начал ругать его, говорить: да что ты знаешь, я вообще-то очень много лет учился. Да ты всего лишь ради своих алчных денег свою жизнь так проводишь. Как ты можешь такое мне говорить? Начал злиться, да, итого. Злиться. И этот хитрый торговец, он в смехе убежал от него. И это говорит о том, что этот монах не знал, что такое терпение и как надо медитировать на это терпение. Вот. И скажите, какие есть результаты, когда мы проводим терпение? Ой, медитацию? Медитации, да. Но самое простое. Если мы, например, будем медитировать, то тогда мы не будем раздражаться, ругаться в маршрутках, на базаре, в
школе, То есть приходит... в своем коллективе, приходит спокойствие ума. Мгм. И эта медитация только на концентрацию. Если мы также будем заниматься аналитической медитацией, то есть размышлять о каких-то причинах и следствиях, если мы будем размышлять о, ну, например, о ценности нашей человеческого рождения, если мы будем размышлять о непостоянстве всех явлений, как мы делали на прошлой передаче, то это уже будет давать определенные тоже плоды. Мгм. Да. Ну, очень здорово, что молодые больше начинают понимать о медитации. И для этого нужно определенные создать, наверное, еще какие-то условия. То есть все равно нужно, чтобы сконцентрироваться, нужно вот прям Да, уединиться, да? Я как заметил, что уединяться все-таки не обязательно. То есть медитацией можно заниматься даже в маршрутках, на базаре, за партой в школе, также просто у себя дома. Вот. В любой остановке можно медитировать, потому что здесь главное действие имеется именно наш ум, наш поток мыслей. И самый легкий, самый начальный подготовительный этап, или можно сказать ступень нашей медитации, это практика дыхания. Это надо сидеть и считать наши глубокие вдохи и выдохи. Да. На самом-то деле это звучит так легко, но на самом это тратит очень много сил и энергии, потому что начальный человек, он после 5 вдохов уже теряет свое внимание. То есть это надо считать, и его просто потом куда-то уносит. И это уже... И здесь самое главное вот вернуться назад и опять считать свое дыхание. То есть, когда мы дергаем, наш ум, он очень похож на коня, на дикого коня, неприрученного коня, а мы на всадника. И если мы не умеем дергать за узду, то тогда он может привести нас в совсем непонятные места. Мы можем потеряться. Поэтому очень важно держать этого лошадя, этого коня за узду. Также с нашими мыслями, с нашим умом. Мы должны держать наш ум за узду, как мы держим коня. Вот. Эта тема очень понятна будет для тувинцев. Да, ну получается, мы таким образом можем осознанно понимать, жить, принимать правильные решения, делать правильные выводы. Ну, то есть жизнь кардинально поменяется, она будет улучшаться. Если даже не кардинально, если даже потихоньку, но я уверен, это даст хорошие плоды. Тогда человек может и управлять временем, управлять и временем, да, и пространством. Он потом поймет, что все его друзья и враги находятся в его руках. То есть он тогда поймет, что он может создавать себе друзей, и он может создавать себе врагов. Человек потом поймет, как нужно, ну, например, как нужно воздвигать целые города. Вот. Ну, заниматься инженерией, строить. Это я более сказал в метафоре. Да. Может, у вас есть еще какие-нибудь вопросы? Ну, я думаю, что у нас очень много есть вопросов, и мы будем задавать им вам в режиме онлайн, там, любым способом, потому что у нас есть впереди еще много передач, и будем с вами там консультироваться. И если мы говорим о медитации, то какой есть ученый, который прям написал о медитации? Где можно, какие источники можно, к каким источникам можно обратиться? Мы в монастыре медитацию мы начинаем изучать уже на более высших курсах. Это 8-9 курс. Но, как бы сказать, привычку медитировать мы уже берем с самого начала. И это просто дыхательные практики, считать свое дыхание. И после этого может быть концентрация на звуки, о том, какие звуки ты сейчас слышишь, какие запахи ты сейчас чувствуешь. Ну-ка, надо потом подумать, что же чувствует мое тело, какие осязания оно чувствует.
И это все помогает нам влиться в настоящий Ну, вот момент. И как раз таки вопрос такой. да, в вопросе о том, в каких же книгах находить это. Честно, я пока еще не встретился. Я в основном о медитации узнаю от слов моих друзей и учителя в монастыре. Но я уверен, есть книги его святейшества Далай-ламы. Также очень много книг о медитации писали Мингюр Римбоче, Кунделин Римбоче, а также другие. Ну, я просто видела один такой текст. Все те учителя, которых вы перечислили, они опирались на автора Камала-Шила, который как раз написал поэтапный путь к медитации. Да. Этапы пути созерцанию. Созерцанию, да. Да, Камала-Шила, он подробно и ясно говорил, рассказал о том, как нужно медитировать, какие позы нужно принимать, какие обстоятельства или нет, условия нам нужны. Да. Еще в плане такого, у меня возникает еще такой вопрос. Например, когда мы находимся в таком медитативном состоянии, да, и тут, например, кто-то кричит, орет, вот делает нам больно нашему телу. Вот как вот реагировать? То есть вот как вот моментально среагировать? Здесь нужно именно быть осознанным, нужно здесь следить за собой. То есть не натренированный, или можно сказать, необузданный ум, он сразу будет злиться на другого человека, он будет возбуждаться, он будет раздражаться, он начнет как бы недомогать. Почему там такие звуки? Почему там кто-то кричит? Вот. И это уже считается. Это уже считается о том, что наш ум не тренирован. Это говорит о том, что мы должны стараться еще больше и больше давать себе в этом отчет. И бывает такое, что человек может, наоборот, когда возгордиться перед другими о том, вот, посмотрите на меня, я медитирую, какой я хороший, я сегодня медитировал 5 минут. Ну, это Или чисто эгоистические это такие мысли. Эгоистические, да. У нас они есть, появляются. У нас есть разговор, что в глазу другого человека мы увидим зубочистку, а в своем глазу даже бревна не увидим. Интересная поговорка. И это, наоборот, говорит о том, что если мы видим в другом человеке какие-то неприятные или негативные качества, это говорит о том, что мы сами должны над этим работать, этими же качествами. И какие у нас еще бывают? Если вдруг человек, он медитирует, имеет хорошие плоды медитации, то при этом даже придет какой-нибудь ребенок, будет его доставать, или кто-то позвонит, он не будет ругаться, он не будет выходить из этого состояния спокойствия и умиротворения. Он, наоборот, он просто решит эту проблему. Да, и таким образом мы, когда потихоньку начинаем себя приучать, обуздывать, потихоньку, и у нас потом уже техники медитации усложняются, и мы переходим на новый этап своей жизни. То же самое, что и качать мышцы, но в этом мы только качаем наш ум. Ну, спасибо большое, Алдар, что вы рассказали нам о медитации, о том, как медитировать, и мы всех наших телезрителей советуем медитировать ежеминутно, ежемоментно, где бы вы ни были. Больше прислушивайтесь к своему уму, к своему состоянию и вот анализируйте, что сейчас с вами происходит. Будьте осознанными. Да, будьте осознанными. Спасибо вам большое. До свидания.